От перемены названия изменится и сама работа инспекторов. Так, видимо, подумали в правительстве и решили преобразовать патрульную милицию в управление по обеспечению безопасности дорожного движения. Из того, что уже точно известно, в отличие от старого ГУПМ, в новом ГУОБДД будет больше штат. В первую очередь, как сообщается, из-за растущего в стране парка автомобилей. А во-вторых, чтобы работа велась эффективнее. А бороться с резко растущей смертностью на дорогах как-то уже надо. По последним данным министерства, с января по октябрь на дорогах погибло 700 человек. И это не считая ноябрьскую статистику смертельных аварий, которая становится все более рекордной по количеству жертв ДТП. Суть этой реформы заключается в том, что, как было раньше, патрульная милиция состояла из двух видов патрулей. Это пешего и на транспорте. Теперь, получается, пеший патруль отдельно отделяется, увеличивается количество сотрудников этого нового органа. Нужно сказать, что на сегодняшний день один сотрудник обслуживает около 300 километров дороги. И при увеличении сотрудников, разумеется, увеличивается контроль на дорогах. И тем самым, я думаю, что будет способствовать сокращению дорожно-транспортных происшествий. Сам нормативно-правовой акт или положение о создании ГУОБДД еще должно пройти обсуждение общественности, отмечают в наблюдательном совете. Текст этого положения прописывает полномочия, основные права и обязанности как сотрудников службы, так и водителей. Еще одна особенность новообразованной службы – это качественный состав сотрудников. Они, по личной рекомендации премьер-министра, должны быть ранее себя не скомпрометировавшими. Впрочем, как будет осуществляться оценка по этому критерию, не сообщается. Так же, как и неизвестно, сколько правоохранителей будет уволено и сколько принято на работу. При этом в Кабмине заверяют, что конкурсный отбор будет жестким. Владимир Владимирович, я прошу, чтобы вы взяли на особый контроль вопрос формирования качественного и профессионального начальствующего состава. Через конкурсный отбор необходимо принять на службу не скомпрометировавших себя сотрудников милиции. Это очень важно. Прописать в их функциональных обязанностях персональную ответственность за состояние безопасности дорожного движения на веренном участке. Между тем, согласно плану мероприятий правительства по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности, обещают до конца уже этого месяца установить систему фото- и видеофиксации нарушений. Из каких средств будут реализовывать задуманное, точных данных нет. Тем временем сегодня на заседании Джигурку-Кенеша первый вице-премьер Толкунбек Абдыгулов сообщил, что правительство в активном поиске инвесторов. Пока установить камеры планируют в Бишкеке и Аше. Также до конца года должен появиться единый банк данных о всех ДТП и будет усилена ответственность за нарушения. К слову, независимые юристы предлагают ужесточить уголовное наказание виновников ДТП со смертельным исходом, приравняв их к убийству. Вот сегодня надо не переименовывать там УПМ, ГУПМ, ДПС, как оно еще называлось, да? Ты тогда выведи ее из ведения МВД и сделай дорожную полицию. Вот у нас есть финансовая полиция. Ты сделай дорожную полицию и уже будет отвечать. Это первый вариант. Значит, ликвидируем ГРС. Ликвидируем ГРС, либо забираем из ведения ГРС функции по выдаче водительского удостоверения. Возвращаем их обратно в полицию, в дорожную полицию. Либо в составе МВД, либо отдельно. Когда гаишники говорят повышать штрафы, то есть они делают это в угоду себе. Повышаем штрафы, повышается ставка взятки. Как бы там ни было, от сознательности самих участников дорожного движения по-прежнему зависит очень многое. На первом месте у людей, севших за руль, должна стоять ответственность. Ведь, совершая опасные маневры или очередной раз нарушая правила, водитель должен помнить, что пострадать могут не только он и его пассажиры, но и другие машины и пешеходы. Алексей Немашкал, Рахат Джаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.